Okay, all right. Good evening, Mr. Bond. Всем добрый день. С вами снова Бородатые Советы и я, почти кошатник, Реми Демеев. Случилось невероятное, не скажу, что чудо. Мне оставили вот такого вот огромного, шерстяного, ворчливого гада. Мои друзья, которые сами уехали отдыхать. И сказали: следи, ухаживай, люби, гладь, лелей и все остальное. Но как за ним ухаживать и что с ним делать, они не сказали. Единственное, что они мне сказали, что этот гад любит обо все точить свои когти, все, что найдет. Диваны, обои, кресла и грызть провода. Первый раз такое слышу, но тем не менее он грызет провода. Вот как обезопасить свой дом от такого нашествия и обезопасить все-таки его жизнь, потому что если он грызет провода, которые подключены к электричеству, его убьет, а потом меня убьет. Зачем мне это надо? Мне это не надо. Что ж, давай что-нибудь придумывать. Поехали! Первым делом я, наверное, начну делать чесалку для когтей, чтобы он не попортил мои диваны, кресла и всему тому подобное. Все, обо что можно чесать когти. Не дай бог еще побои начнет чесать. Что нам для этого понадобится? Все абсолютно просто. Доска фанеры. Где-то рублей 50 стоит вот этот листик. Рублей 200 стоит вот такой вот коврик для прихожей. Самый недорогой, наверное. Может, еще и дешевле есть. Что мы делаем? Делаем следующим образом. Поставили коврик. Поставили доску. Берем ножницы и пока просто отмечаем. Вот так вот. Раз, два и три. Нарисовали линии. Замечательно. Мы кто? Мы молодцы. Мы умеем рисовать линии. Вот, хотя по черчению было два. И отрезаем по намеченным линиям. Кусок отрезан. Лишнее мы пока уберем. Потом используем для другого какого-нибудь кота. Примеряем. Все но идеально. Теперь делаем следующим образом. Берем нашу доску, стряхнем с нее все ненужное, пыль. Вот. К сожалению, спирта у меня нету, так как я не пью. Вот. А то был бы спирт, мы бы еще и обезжирили это все дело. Вот. Теперь берем двусторонний скотч и наклеиваем на нашу доску. Вот таким вот макаром. Вот так вот раз. Теперь аккуратненько, не спеша, сворачиваем вот это дело в трубочку, чтобы нам было легче клеить. И вот так вот по каемочке, опачки, вот так вот раз. И разворачивая, клеим вот так вот два. Прижимаем хорошенько. Теперь сымитируем как бы поведение нашего кота. Мяу, 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 мяу. Дебил. Ну и все. Чесалка для ногтей готова. Вторая важная вещь — это обезопасить наши провода от кота. Что мне для этого понадобится? Обычная гофра, в которой прячут электропровода, которые можно приобрести на любом строительном рынке или электромагазине, и ножницы. Что я делаю? Я беру эту гофру и
режу ее. Я это сделал. Прорезали провода. Как правило, здесь бывает вот такая вот направляющая. Она нам здесь сейчас не нужна. Мы ее убираем. Вот. И прячем в эту гофру наши провода. То есть каким образом? Просто вот так вот раз, опачки, и поехали. Как раз подошел наш дружище, и походу ему не очень нравится то, что грызть ему провода не придется. Да? Ага. И убежал, недовольный. А ну, говорит, вас, говорит он. Пойду, говорит, грызть. Ну, не гранит науки, конечно. Куда ему? Но что-то другое. Да что ты, черт побери, такое несешь? И одно из самых важных и не последних по значению – это чесалка, которая избавляет от всей шерсти. Некоторые говорят, шерсть домашних животных в доме – это приправа. Не нужна мне такая приправа, поэтому от нее мы будем избавляться. Вот такой чесалка, которая стоит, ну, рублей 70, наверное, в магазине. А вас она избавляет от шерсти кота, ну или собаки, у кого кто, по всему дому. Нравится, гад? Угу, нравится. Куда денется? Давай. Мяу. Сам дурак. Да, так. Мяу, 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 мяу. Не любит он это дело. Вот. Собственно говоря, за сим. Вот эти маленькие небольшие хитрости, которые помогут человеку, у которого не было кошки, как-то с ней справиться. А еще надо подружиться. Есть валерьянка. Это были бородатые советы. Любите животных, любите друг друга. До новых встреч. Пока. В общем, сделал я чесалку для ногтей. Обошлась она мне недорого, в районе там около 250-300 рублей. Но обошлась она мне дорого. Пока я ее делал, посмотрите, что сделал этот шерстяной, просто плохой кот. Так что кто-то застрял на диванчик. И это не я. И даже не кот.